помню прекрасно. На мне отразилось как? Вот, может, я бы и знал идиш. У меня в том году умерла одна из сестер, у меня в том году 2 сестры умерло. Умерли родные. Умерла в том году сестра, которая на 3 года меня старше, на 3,5. И она до 49-го года, когда я пошел в школу, она училась в еврейской школе, в школе номер 2. Когда в 49-м я пошел в школу, еврейской школы уже не было. Так что она еврейский знала лучше меня. Хотя тоже общения потом не было, но она даже немножко писать имела, потому что на первые 3 года отучилась в еврейской школе. Прекрасно помню, что шепотом дома сказали, что тебя хотели отправить в еврейскую школу, но ее уже нету, поэтому пойдешь в русскую школу, вторую, где сейчас школа, где сейчас первая школа, там была вторая у нас школа. Там была еврейская сначала. Вот, значит, помню театр еврейский. Госет, помню театр. Меня ребенком туда водили. Значит, маленьким ребенком я был. Там в 49-м, по-моему, году его тоже закрыли. Так мне было 6 лет, его в 49-м, по-моему, закрыли. Да, потому что я еще успел. Мы приехали в 48-й Биробиджан. Я еще успел в театре побывать с родителями. Был еще на паре спектаклей. Ну, сейчас не вспомню, о чем спектакли. Помню вот эти вот еврейские лица, помню эти пейсы еврейские, шляпы на сцене. Это я помню. Но сказать, о чем говорили, что я, естественно, сейчас не вспомню. Так что отразилось очень здорово, это заметно было. Ну и потом, первое время даже, вот когда уже, будучи, если говорить дальше об идише, значит, о еврействе, так сказать, нашем, ну это, видимо, дальше, уже в институте приходилось тоже сталкиваться. В Биробиджане, естественно, мы ощущали себя людьми 100% полноценными, вот, поэтому здесь идиш слышен был на каждом шагу, естественно, мы ходили, вечерами прогуливались, у нас был гартоп, так называемый, круг, по которому топали, так сказать, молодежь ходила. Там молодежь даже некоторые говорить умела еще в 40-е годы, а потом это все постепенно перейшло чисто на русский язык. Идиш. Вот эти скверх бабушки разговаривали, когда я бывал там, собираясь на лавочках, бабушки, дедушки, да, и люди среднего возраста разговаривали спокойно на идише, как, обменивались мнениями на идише. Но где-то уже к концу 50-х, после того, как пошла борьба так называемая, к концу 50-х уже идиш меньше и меньше стал слышен. И когда я уже вспоминаю 60-е годы, то идиша уже в городе почти не было. Можно было идти по городу, естественно, можно было еще в 60-е, в 50-е, в 60-е идешь, придут разговаривать люди, говорят на идише. Ну, неудобно слушать чью-то речь, но тем не менее прислушивался, поскольку было интересно слышать идиш язык, очень приятно было слышать. Прислушивался, потом отходил подальше уже. Раньше я лучше слышал, поэтому слышно было хорошо. Приятно было слушать, но постепенно все это отмирало, потому что не было развития. До 90-х годов, естественно, все это было почти неофициально запрещено.